Несколько дней назад мы опубликовали видео, в котором хвалили Садыра Джапарова и Камчыбека Ташиева за развитие своих родовых сел. К нашей радости, в день публикации видео в городе Джалалабад появилась заасфальтированная улица. Ее назвали в честь отца Камчыбека Ташиева. А ранее в августе появился парк Джони. Угадайте, в честь кого был назван парк? Правильно, в честь старшего брата Ташиева Джанабека Ташиева. Это прям как культ Гайдара Алиева в Азербайджане. Кыргызстанцы бурно отреагировали на такие новости, они шутили и делились проблемами своих сел. Ну ладно, давайте поговорим о школах Кыргызстана. Для этого посмотрим заголовки новостей по школам. Они тоже красноречиво говорят сами за себя. Пресс-секретарь президента Эрбол Солтанбаев ответил на наше видео и отметил, что с октября 2020 года по октябрь 2022 года за счет средств республиканского бюджета завершено строительство и проведен капитальный ремонт 99 школ. И есть разрез по регионам. Но президент тоже ранее заявлял об этих стройках, и наши коллеги из КОПа и школы данных проверили эту информацию. Оказалось, не все школы из 68 заявленных новых школ Джапарова на самом деле новые. 10 из них это дополнительные корпуса к уже существующим школам, 7 спортзалов и 1 котельная. И еще один интересный вопрос. Откуда деньги? Все ли за счет бюджета? К сожалению, в этом случае тоже ответ нет. 12 школ построены за счет Саудовского фонда, а 6 это деньги из единого счета борьбы с коррупцией. Но даже если 99 школ, каковы эти цифры в масштабах страны? В общем, по официальным данным в Кыргызстане насчитывается 2236 школ. Из них 204 или 10% находятся в аварийном состоянии. Эти школы нужно полностью снести и построить заново. А 456 или около 25% требуют капитального ремонта. В ходе общенациональной оценки безопасности школ и дошкольных образовательных организаций в Кыргызстане еще в 2013 году выяснилось, что более 80% школ в Кыргызстане структурно небезопасны, а это 1788 школ. По результатам этих же исследований, такие школы влияют на качество образования. Если даже мы каждый год будем ремонтировать или строить по 99 школ, то для исправления этой катастрофической ситуации уйдет почти 19 лет. А за эти 19 лет вырастет уже новое поколение. При таком темпе строительства школ они тоже недополучат образование. Наверное, придет еще много президентов и глав ККМБ, которые будут улучшать свои села. По такой логике кыргызстанцам придется ждать еще 453 президентов, чтобы все села развивались как село Санташ, Барпы или Кемсу. На самом деле мы надеемся, что вы поняли, что наши хвалебные видео по отношению к Джапарову или Ташиеву были саркастичными. Мы их на самом деле не хвалим. За этим сарказмом остается вопрос, откуда у Ташиева деньги на строительство парков, улиц и так далее. Почему он этим не занимался раньше? Или пусть покажет источники данных денег на строительство всего этого. А теперь вопрос Джапарова. Что он собирается строить на этом огромном участке? По спутниковым картам и кадастрам мы видим, что выкуплены соседние участки, вырублены деревья, выровнена земля. Не только внутри этого участка, но и вдоль дороги. Может, Эрбол Солтанбаев ответить и на эти вопросы? Вопрос остается открытым. С вами была Перизат Саидбурхан. До новых встреч! Дорогие зрители, хотите еще больше расследований? Хотите помочь нам в борьбе с коррупцией? Тогда поддержите нас в Патреоне. Подробнее по ссылке в описании.